очі і хлопаєте його по очка дачко. Полі і дома сим и постарайся. Как говорится, золотой таблетки от аутизма нет. Да, этим нужно заниматься постоянно, может быть, даже и всю жизнь. Да, реабилитировать ребенка. Как начинается наш день? Так, наш день как бы расписан строго по расписанию. Здесь как бы мы спим, получается, как бы просыпаемся утром. Для него как бы все, что чуждо, это страшно. Естественно, начинаются крики, истерики. Закрывает уши, чтобы не слышать, как бы, и крики. И в этот момент, как бы, естественно, нужно как-нибудь успокоить его, да. Но опять же, от общества это зависит. Все думают то, что как бы он невоспитанный, да, как бы, и отныне как бы наше общество, не понимая, в чем суть, да, делают наоборот замечания вместо того, чтобы как бы помочь немножко, как бы, или спросить, что ли, все ли нормально. Что такое аутизм? Аутизм это в первую очередь не болезнь, это расстройство или нарушение головного мозга, где нарушена именно связь взаимодействие с обществом, да, как бы с окружающим миром. Это получается, как ему наш мир не интересен, он живет в своем внутреннем мире, буквально, можно сказать, за стеклянной дверью, да, как бы, и играет как бы сам по себе, можно сказать. Мы можем посмотреть, как проходит наш день. Мы можем ходить по холодильникам, по шкафам, естественно, как бы ребенок каждую минуту должен чем-нибудь быть занятым. В первое время было очень сложно. Да, видя даже чужое помещение, естественно, мы не могли зайти даже в обычный магазин, в обычную поликлинику, непосредственно даже в банкомат, потому что для него это как бы неподготовленное как бы место. Да, для него было страшно. Потихоньку начали как бы осваивать с помощью картинок, да, визуальных тоже предупреждаешь, да. С помощью этих картинок мы как бы мы научились ходить в магазины, это раз, да, как бы уже без истерик, без крика, без боязни, свободно ходить в магазины, кататься на метро. Да, непосредственно с этими картинками. Изначально нам даже было страшно спускаться в пешеходный переход. Но мы потихоньку это одолели. Почему как бы снимаем частный дом, да, так как заранее, до этого снимали квартиру, были жалобы соседей, так как Алишеру не объяснить то, что уже 10 вечера, да, и то, что уже нельзя бегать, например, либо как бы кричать, в этом плане. 3 детей, Алишер у нас средний ребенок. Так, старшая, да, понимает, младший ребенок тоже понимает то, что его брат необычный, да, и уже как бы, и общается как бы уже по-иному. Да. Ну, Алишер тоже, естественно, как бы играет, ему дружно, как бы, да, и, ну, выливаться в игру. Но иногда он специально берет вещь, которую ему нельзя брать, и играет нам в догонялки. То есть мы всегда, когда у него берем вещь, мы всегда ему догоняем. Вот это ему очень нравится. Он специально берет вещь и убегает, а мы потом догоняем. Так играем в догонялки всеми. Но как отнюдь бывают такие дети одаренные, так многие ученые бы как бы у них было как бы диагноз аутизм, как Билл Гейтс, Эйнштейн, Ньютон, вот этих вот ученых как бы были, как ни странно, был диагнозом аутизм. Еще тоже, как можно сказать, необычный ребенок, особенно уже в 2 года уже мы знали алфавит, уже писали уже магнитными буквами уже 2 года. В 3 года уже знали русский, английский алфавит в совершенстве и владели уже английскими словами, читали. И в среднем в запасе 100 уже знали английского языка. Также печатали, уже в 3 года печатал свободно на клавиатуре, несмотря как бы на буквы, на клавиши. В этом плане, да, очень развита фотографическая память. Как будет на английском потолок у нас? Правильно. А как будет окно на английском? Window. Молодец. А стена? В Казани уже 2-й год открыли специальные школы, да, специальные классы. Это так называемые инклюзивные классы, резервные классы. Это обычный класс, да, где учатся и обычные дети, и
И такие детишки, как Алишер, да, как бы с диагнозом аутизм. 5 школ по городу Казани, это получается одна школа одному району. Можно взять только 2 аутистов в один класс. Мы уже ходим в подготовительную группу. Если взять наш район, авиастроительный, то у нас уже в эту школу уже ходят человек 5 аутистов. И вот мы как бы настораживаемся, попадем ли мы в этот класс.